این برنامه فوتبال تاجیک است و من سهراب شاه فرخشاه هستم که این برنامه را با جمعی همکارانم منظوری شما میگردانیم. دوستان عزیز، چگونه میدونیم چند پیش الکساندر زبیرادзе دیگر باره با سمت سرمربی دسته فوتزال استقلال تعیین گردید و این شام ما یک صحبت داریم اطراف فعالیت این سرمربی در دسته استقلال مرتبه دوم. Александр, добро пожаловать. Спасибо. С возвращением, что ли? Да, спасибо. Спасибо большое. В первую очередь вам спасибо, что заинтересовались, пришли сюда и вообще, что вот отношение к футзалу, именно вот вашего телевидения, это дорого стоит, так сказать. И вашему руководству всем огромное спасибо. Истекло опять новый вызов? Нет, всегда что-то вот новый день, так сказать, новый вызов, новые ребята там в команде появились, так что будем работать, с надеждой смотрим, так сказать, будущее. Давайте начнем с того, что вы ушли. Как это случилось? Вроде у вас было все нормально, все хорошо. У меня, все нормально, в смысле команде, там у меня все условия были, здесь Истеклол это большая команда, я всегда это говорю. И здесь есть все условия, чтобы работать как тренер, развиваться, работать, инфраструктура, там все, что надо для футзала, Это было просто именно семейные проблемы, это личного характера, это не касается отношений, с руководством или это что-то с ребятами, это чисто личного характера, и мне пришлось просто какое-то время в Грузии быть. А когда вызывали второй раз, вы с удовольствием вернулись, да? Да, я всегда, здесь уже новый тренер работал, я, со стороны, конечно, я болел, смотрел, это переживал тоже, за команду. Так случилось, что, пришлось расторгнуть с тренером контракт, и потом они позвонили, с руководства позвонили, я всегда готов, когда есть возможности, я всегда готов и с удовольствием и приезжаю в Душанбе, не только как работать и так, здесь много чего мне связывает, там много друзей, и тем более еще раз Истеклол предложение, с радостью, я приехал. А вы в Казахстане не были, да? Не работали в Казахстане в этот период? Нет, в Казахстане были там разговоры, я должен был куда-то там уехать, там было предложение, но опять, С Атырау, да? С Астаны было, и Актау было, Каспий, оттуда было, разговоры были, но я, решил, что в это время там я остался, в Тбилиси. А вы в Грузии чисто семейный... семейный, плюс я просто, чтобы так форму не терять, так сказать, я там тоже, только там тоже начиналось, вот чемпионат там в сентябре начали там, и там команде, так сказать, помогал, там тоже с ними работал, что-то советы какие-то. Чтобы в тонусе, да? В тонусе быть, форму не... Там тоже, чтобы дома быть и по ходу чуть-чуть футзалом тоже заниматься. А вообще большое отличие между грузинским футзалом и таджикским вообще? В смысле уровень, Да. Сложно, знаете как, сложно. У нас тоже развивается, у нас тоже развивается. Вы, наверное, слышали, что наша команда уже второй раз выходит, на чемпионат Европы. Только они вышли, Там уже у нас легионеров убрали, у нас много легионеров было сборной, И сейчас уже грузины только играют, И это двойнее, так сказать, Приятно, что с грузинской командой наша это, И чемпионат тоже хороший чемпионат у нас, хороший. Сейчас сложно сравнить, что кто кого, допустим, чемпион Таджикистана, чемпион это чуть-чуть но там тоже развивается, я так могу сказать, что там, инфраструктура, залы, это все, организация тоже на хорошем уровне. Вы бы посоветовали нам, чтобы мы тоже убрали легионеров? Легионера у вас же, в смысле легионера где? Сборная? Сборной же нет у вас. Не, имею в виду в клубах. Не, клуба это обязательно. Клуба, я говорил насчет легионеров сборной. Сборных, это паспорт, когда дают. Натурализованно, это я. Не,
чемпионате, я Должно думаю, быть, что, да? конечно. Ну, какой-то этот предел должно быть, чтобы команде там 10 не играли, да, чтобы... Но легионеры обязательно везде, да, вот, чтобы развиться, да, вот, надо обязательно. Два грузина играют в Истихлоле, да? Да. Вы с ними знакомы? Мы здесь познакомились, так сказать, можно, вот недавно. Раньше да, не были с ними? я раньше, потому что они молодые, во-первых, да, во-вторых, что я даже уже давно уехал, я в Грузии давно, ну, где-то лет 5 не работал, да. Да, я просто про них слышал, да, они, хорошие ребята, да, но вот так прямо, да, так вот здесь познакомились. Хорошие у них перспективы? Да, они хорошие, да, а так мне пригласили бы, да, допустим, таких, ну, они перспективные, хорошие ребята, да. За время, когда вас не было, много чего изменилось в Истихлоле или нет? Знаете как, у каждого, да, тренера, да, свои подходы, свое видение, да, ну, это естественно, да. И я думаю, что какие-то перемены, да, в команде все равно как-то пользу надо пойти, да. Я думаю, здесь тоже, да, так сказать, тренер, да, русский, да, своя специфика работы, свое это, да. И смотря это, как будет это воспринимать, так сказать. Прямо так сказать, что глобально что-то изменилось, нет. Ну, какие-то, ну, видно, что ребята чуть-чуть по-другому, так сказать, тренировки другие были, наверное, да, они сейчас, да, это все с Ираджем, да, так сказать, все проходим, что они проходили, это что, чтобы как прямо все как-то плавно, да, переходить, чтобы они вспомнили, что, допустим, я и это, ну, с Хусейном мы здесь работали, и плюс, что у них было, чтобы это все не убрать, так сказать. Много чего придется поменять. Нет, не придется, потому что здесь косяк, так сказать, эти ребята, с ними я уже 2 года, да, с ними работал. Не, я имею в виду философию игры, там, расстановки какие-то там, Там тактику, нюансах, я стратегию. думаю, что только в нюансах, да, каких-то нюансах, игровых деталях, там, это стандарт, это что-то, система защиты, система, что-то другое, но глобально ничего не... Чуть-чуть, да, может, что-то поменяем, так сказать. Я, конечно, знаю, что не так корректно с вашей стороны будет обсуждать предыдущего тренера, но все же, по-вашему, как специалист, что не получилось у Истихлола в этот период? Знаете как, я сейчас... Сложно мне сказать, потому что, во-первых, времени мало, понимаете, вот... Вроде нормально все было. Да, сейчас, может, там в Суперкубок, да, проиграли, этот проиграли, но когда вот, как сказать, русский тренер, да, или другой национальность, все равно время надо, чтобы... Да. Время надо, чтобы, во-первых, наверное... Самому себе Адаптироваться, потому что другая страна, другой менталитет, понимаете, там... И, наверное, здесь, да, он в Казахстане работал, да, так сказать, да, но это Таджикистан, да, здесь чуть-чуть, да, по-другому, люди другие, понимаете, люди другие отличаются, да, с хорошей стороны, я говорю, да, с чем это, ну. И потому чуть-чуть время надо было. Я думаю, что в этом проблема. А так я не хочу, да, что-то так сказать, что... Вы Суперкубок смотрели? Да, смотрел. Тогда такой вопрос. Соров выиграл или Истихлол проиграл? Да, Соров выиграл, но вот знаете, что мне чуть-чуть вот это не понравилось, что вот этот всегда вот здесь какой состав не был, каких сочетаниях, да, так сказать, да, нас били там 5 играли там, ну вот глаза горели, да, понимаете, да, вот чуть-чуть вот это я не увидел, вот и все. Остальное там игровые ситуации, конечно, Соров хорошая команда, да, сейчас, да, но я думаю, вот чуть-чуть вот как-то вот они больше хотели, наверное, вот Соров, да, так скажем. Что-то вы хотели поменять в структуре команды вообще? Нет, во-первых, знаете, как отношение, да, вот отношение к тренировочному процессу, да, вот это, да, опять поменяем, да, как, допустим, я вижу, да, это все, вот эта дисциплина, да, так сказать, в первую очередь за биту, да, так сказать, а потом уже на поле, да, и требования, да, опять у всех свои требования, и сейчас Ирадж, да, мы с Ираджем работаем, и мы сейчас вот
тихо-тихо со всеми разговариваем, да, кто с кем не знаком, опять там есть разговоры, да, один на один, что, какие у нас требования, да, и будем работать, да, посмотрим, что будет. Ну, Со всеми уже познакомились, да? да. Но сейчас плохо то, что вот ребята сборные пригласили, да, вот как раз эти грузины уехали, Айдо Киргиз уехал там. И сейчас неделя их не будет, да. В вашем штабе будет изменения? Или... Нет. Раньше вы с Хусейном Шодиевым работали, а сейчас... Да, сейчас Эраджем, да, мы вот до конца сезона вот так, так будем, да, работать. А в составах, в сочетаниях не будет никакого? Нет, ну сейчас какой, да, уже все закрыто, все, здесь уже взяли там еще легионера здесь, да, и ребята сейчас кто есть, да, сейчас надо максимально, да, потянуться, вот этот второй круг использовать, да, чтобы оптимально, так сказать, подойти уже к плей-оффу, да. Когда вы первый раз работали в Истеклоле, был Истеклол и Соро. Сейчас уже потянулся Сипар, уже есть Сипар. Да. Как говорится, 3 у нас гиганта. Как вы на это смотрите? Положительно очень. Это очень хорошо, потому что даже вот, не говоря про Сипар, да, допустим, Сомони возьмем, да, вот команда Сомони в прошлом году и в этом году, да, там тоже легионеры появились, да, это очень хорошо. Да, очень да. хорошо, что уже сюда приезжают легионеры, да, это говорит о том, что здесь организация, подходы, да, все, тренировочный процесс, тренера, да, значит, здесь хорошие, что, а так не приедут, да, эти легионеры сюда. И плюс к тому... Доверие тоже, Доверие, ну, сборная Таджикистана уже играет в Азии, в чемпионате мира. Это о многом, да, говорит. И в этом году, так сказать, да, начиная от Сомони, тоже, да, другая команда. Уже там проходных игр почти нету, да, Да. даже Сомони надо готовиться, да. Амунатбанк тоже так. Амунатбанк, Ареша, там тоже легионеры, там Шерзот, да, работает тоже. Сейчас вот только ЦСКА, да, новая команда, там Мурод пришел, да. Он первые шаги, да, делает, так сказать, тренерской карьере, да. И это тоже очень хорошо, потому что пополнение обязательно вот тренерское, да, то, чтобы кто здесь долго играл, опытные ребята, кто-то закончит, чтобы они не пропали, так сказать, чтобы здесь вернулись в чемпионат. И вот этот Мурод, это показатель, да, он старается, хочет, да, это тоже очень хорошо. Вот недавно с ЦСКА играли, молодые ребята, они хорошо, уже структура видна, да, что тренер хочет это. Ну, на Сипара, Соро сейчас не говорю. Сипар хороший там тренер, серьезный, да, приехал, да. Серега, да, Кваридзе, да, друг мой. Там и легионеры хорошие, да. Это только пользу. Это однозначно. Ну, про Соро не говорю, да. Соро это хорошая, там, серьезная команда. Флагман. Да, обязательно, да. И тренер там серьезный, да, игроки. И это радует, это очень хорошо, что конкурентоспособный чемпионат. В каком порядке вы тренируетесь? Пока мы один раз только. Но будет, да, 2 разов, я бы. Но сейчас мало нас, да, вот ребята уехали, да. Сейчас мало нас. Сейчас утром мы тренируемся, и один раз с вратарями тоже занимаемся. Так. А кто занимается с вратарями? С вратарями я с Ираджем, так сказать, занимаюсь, потому что пока, я знаю, что у Соро есть тренер вратарей. Да, это обязательно, да, потому что без этого сейчас никак, да, вот мы говорим всегда, что вратарь 60-70% в футзале, да, а вратарей не тренируем, да, понимаете, это 2 раза больше надо их специфическая работа, да. А у вас хватает таких навыков вообще? Я тоже, да, это нормальный вопрос. Я тоже спрашиваю, да, у меня много друзей, да, в России Купатадзе у меня друг, за границей тоже есть там, 2 года там здесь сюда приезжал один мой друг, итальянец, он проводил, да, вот неделю или 10 дней здесь он был,
И вот эти вратари он проводил. И он не оставил, да, вот этот все тренировки. И, стараюсь, да, как могу, лучше, чем ничего, да, правильно? Да, лучше, И чем... вот с Эраджем мы сейчас отдельно тоже вратари обязательно тренируем, да. А на какой срок вы подписали контракт? До конца сезона, да, до конца сезона. Если... Да, это здесь, даже я ничего не подписал, да, здесь уже у нас такое отношение с руководством, здесь никакие бумаги за подписи уже, я этому клубу доверяю. Друг друга знаете конечно, прекрасно, все конечно, хорошо. конечно. Отлично. Вот место, которое сейчас занимает Истеклол, вас устраивает? Конечно, никому это не устраивает, но что поделать там, опять, да, надо смотреть, да, вот, что, как, вот, до сезона, да, это же все усиливаются, все Да. это. Тем более отсюда ребята ушли, да, с этой команды несколько ведущих игроков, да, Да. ушли, да. Новый тренер пришел, да, и вот потому это все новые игроки, да, здесь же новые игроки приехали, там 4 новых игрока. Да. Время надо, понимаете, очень, сейчас же маленький, так сказать, сезон маленький, да, короткий, да, и вот сложно, да, сразу, да, сейчас, допустим, потому вот это, да, сейчас. Но у нас такая система, что хоть какое место занимай, если будешь в плей-оффе, да, можешь занимать первое место. Да, но знаете, все равно вот чемпионат свое, это, так сказать, свое русло ставит. Все видно, да, в принципе, Да, что да. на что кто претендует, так сказать, чемпион. Вы бы отпустили вот ребята, которые ушли в СИПАР? Вот я имею в виду Фируза Бекмуродова, Знаете, Мамаджона Шарипова. вот это чуть-чуть сложный вопрос, в каком смысле, что есть там, допустим, да, что-то тренер хочет, но есть какие-то другие, да, вот. Не, я имею в виду, ваш авторитет влиял бы на то, что они оставались здесь? Эти, конечно, они хорошие ребята, они серьезные, там, ведущие, да, я все с моей стороны все сделал бы, да, чтобы эти игроки здесь были, конечно. Предстоящий матч с кем вы играете? Сейчас мы с Кулябом. С Кулебом? Да. Ну, конечно, Равшан не такой уж сильный соперник, все же, как готовимся? В обычном формате? Да, сейчас мы, вот, кто есть сейчас, да, у нас, да, стараемся, да, так сказать, вот, что мы проходили, да, вместе, да, вот чуть-чуть это все вспомнить, да, вот какое видение, какой подход, как мы играем, допустим, в защите, как атакуем, как какие-то стандарты, это все, вот это, сейчас, да, Куляб, но все равно у нас это, так сказать, в первую очередь, вот это вспомнить все и вернуться, да, что было, да, вот так сказать. Это хорошо, что вы после возвращения играете с таким слабым соперником. Конечно, я извиняюсь перед Равшаном, все же. Да, как слабым, да, со всеми сейчас, знаете, как, главное нам игра, да, главное, Да. что смотреть ребят вот в деле, так сказать, да, со стороны смотреть их в деле, да, и потому у нас сейчас нету слабых соперников, так сказать, потому что мы должны свою игру найти, да. А вы товарищеский матч не проводили, да? Вот. Нет, у нас мало игроков сейчас, мы шестеро тренируемся, да. Вопрос такой. Вот заканчивается сезон, Истеклол на каком месте? Регулярный сезон имеется? Да, вот сегодня закончился, скорее всего, сезон. Истеклол где? На каком месте нет разницы, потому что мы все равно будем за чемпионство бороться в плей-оффе. Да, это не мы там второй возьмем, третье или пятое, да, все равно задачи здесь всегда максимальные, да. Сейчас вот у нас вот следующий, сейчас вот в субботу, да, играет Соро Сипар. Да, Соро Потом Сипар. у нас важные игры, да, и будет видно, да, уже, да, в конце. Но еще раз, да, мы сейчас чуть-чуть скромно себя ведем, но у нас амбиции всегда это зашкаливают, так сказать. Да. Значит, вы ведете Истеклол к чемпионству.
Это никто не здесь требования всегда максимальные, так сказать, что вот каждая игра у нас, каждый вызов, так сказать, да, и каждая игра как финал, да, вот так. Остальное вы оцениваете как хотите, да, вот еще. Мы оценим именно так. Удачи вам, Александр. Спасибо, спасибо. Удачи, Вам спасибо. желаем успехов. Як صحبت доштем бо Александр Забирадзе, сармурабби ҳамакнун тозатарини дастаи футзали Истиқлол. Ва ба он кас дар бозиҳои дар пеш истода бароро комилбӣ мехоҳем. Дар ҳаминҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. Хайр.